Меня зовут Кристина Лизунова, рада вас приветствовать. К нам постучится совсем скоро новый 2021 год. И мы решили узнать, что же нам нашептали звезды. В этом нам прямо сейчас поможет опытный астролог Алессандра Айрис, которая прямо сейчас с нами на связи. Алессандра, добрый день! Здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, дорогие зрители. Рада вас видеть. Человек– существо очень любопытное, и если ему удается заглянуть в будущее, то мы делаем это всевозможными способами. Сегодня мы решили сделать это с помощью астрологии. Что же нам принесет новый 2021 год? Насколько мне известно, металлический белый бык это будет. Как расположить это животное к себе так, чтобы оно принесло удачу? Сектор быка– это северо-восток. И, кстати, Якутия находится на северо-востоке, и поэтому, если мы рассматриваем сектор быка вот в таком, как на Земле, вот в земляной шаре, как на карте мира, да, то у нас центр Земли находится в Лондоне. То есть это по Гринвич, нулевая отметка, и оттуда буквально все энергии идут в центре Земли. А бык, северо-восток, сектор быка, это как раз-таки Якутия, Магадан, Чукотка, Сахалин, в ту сторону, это все северо-восток. Может быть, поэтому якутские сказки очень часто упоминают быка, и бык у нас как символ зимы, да, у которого один рог отваливается, потом второй рог отваливается. Не зря, не просто так, потому что действительно бык, он, можно сказать, проживает в Якутии. Поэтому хозяин наш, если мы смотрим с центра Земли, как раз-таки находится в Якутии. Вот. Бык, он очень практичный, он любит трудолюбивых людей. Поэтому если вы себе составите планы, запишите цели, распишите свой год, каким вы его видите и что вы от него ждете, и будете двигаться к этому, не сидеть на месте, то бык обязательно вам поможет и даст поддержку. Дома можно найти сектор северо-восток, сектор быка, поставить туда красавчика быка. Я думаю, он будет у всех в доме, потому что на Новый год, как правило, что нам чаще всего дарят? Символов животных, да, поэтому я думаю, быков у вас соберется немалое количество. Так вот, самого красивого быка следует поставить на северо-восток, и рядом можно копилку для денег, денежки, какие-то атрибуты, символики приятные, для того, чтобы быку было приятно. Ну, вы знаете, что восточная мудрость, восточная философия бадзи, а бадзи идет у нас с Китая. И в Китае как раз-таки они очень любят чувствовать животных. Да? У них дракон считается как самым символичным, крупным, волшебным, мифическим животным. И каждый год они, соответственно, чествуют определенное животное. Сейчас у нас металлический бык. Металлический бык– это про эмоции и про духовность. И поэтому, если нам что-то ждать хорошего от него, следует заниматься больше духовными практиками, обратить внимание на себя, заглянуть внутрь себя, совершать какие-то благие поступки. Быку это все понравится, и он обязательно принесет вам тоже большую удачу. Алессандра, а что точно не нужно делать в Новый год, встречу Нового года? Что его может разозлить? Ну, многие мне пишут в директ, в личку и спрашивают, если я надену красное платье, наверное, бык разозлится, если я что-то красное или дом украшу красным цветом, а можно ли украшать красными шарами елку? И я вас хочу успокоить, может быть, это вот как бы, может быть, это привычка такая, вот, то, что мы уже воспринимаем быка, что красный цвет ему не понравится. Но на самом деле 3 февраля в 23 часа, когда наступит переход из одного года в другой и придет металлический бык, у нас будет день по стихии управлять водяная лошадь. Да? И вот мы отталкиваемся от водяной лошадки и смотрим, что у нее в плюсе, что у нее в минусе. Она у нас на огне, она у нас такая прыткая, она все, что связано с деньгами, ей будет нравиться. Вот. И с быком она не совсем таки, скажем таки, дружит, да. Но тем не менее можно найти плюсы в чем? В том, что для воды, для водяной лошади деньги это красный цвет. И на самом деле красный цвет, он более чем актуален. Но так как люди уже в голову начинают себе вбивать, это плохо, это нехорошо, начинают переживать, а то, что мы думаем, то мы и проецируем. Поэтому, ну давайте зеленый цвет. Зеленый это второй по популярности. Зеленый это тоже про деньги, про удачу, деньги, заработанные умом. Поэтому можно, например, в зеленом цвете встречать Новый год.
Это я как-то плавно переключилась, как нам не разозлить быка, да, ну что, это так же, как и всех остальных животных, что они любят? Они любят, когда ругаются перед Новым годом, поэтому уже сейчас можно настроить себя такой на плавный мягкий дзен, а, медитировать, считать до 10, находить какие-то свои успокоения. Кто-то вяжет, кто-то вышивает, кто-то рисует, кто-то кто-то чем-то занимается, то, что приносит ему умиротворение. Вот как раз-таки, встречая Новый год, как, как и в любой другой год, следует быть спокойным и в хорошем расположении духа. Спасибо вам, Александра, ну и ваши пожелания. Мои пожелания: любите друг друга, любите своих близких, и самое главное, нашу планету, и больше приносите пользы, потому что нам сейчас нужно раскрыть свои объятия для пользы миру. И чем больше каждый из нас внесет в свою лепту, тем будет лучше для всех. Спасибо большое. Спасибо вам.